Добрый день, уважаемые друзья. Мы в Находке на стадионе Водник. Сегодня 4-й тур. Стартует у нас юношеская футбольная лига. Океан принимает Якутск. И это старые соперники, которые прекрасно друг друга знают. Команды сейчас на ваших экранах. Стартовые составы мы вам чуть позже покажем, но я вам сейчас расскажу. Гости в таком составе начинают игру. Максим Костылев, в воротах под 16 номером 66-й, Мекшин Богдан, 27-й Максим Гавшин, 44-й Артем Ямашев, 39-й Алексей Зорин, 40-й Тимур Кондратьев, 25-й Виталий Сазонов, 55-й СВН Субудай СВН, 99-й Максим Серов, 33-й Нургун Терентьев и 77-й Леонид Шейн, главный тренер команды Александр Ланг. Океан в следующем составе. Воротах Антон Шаншурин по 13 номерам, 10-й Лакентьев, 18-й Александр Борисенко, 7-й Нежик Лида, 14-й Огородцев, 88-й Максим Даваношенко, 59-й Владислав Мещенюк, 15-й Артур Овчинников, 3-й Роман Панчук, 8-й Азот Саидов и 4-й Николай Проченко, главный тренер команды Роман Куклин. Агнешин Богдан, номер 66. Все у нас готово. Судейская бригада у нас сегодня в следующем составе обслуживает матч. Главный арбитр в поле Богдан Константинов, помощник Илья Троников и Илья Алексей, номер 39. Кондратьев Тимур, номер 40. Сазонов Виталий, номер 25. Север Субудай, номер 55. Серов Максим, номер 99. Терентьев Нургун, номер 33. Номер 77. Команда Океан. Шамшурин Антон, номер 13. Акентьев Кирилл, номер 10. Борисенко Александр, номер 18. Буйданилы, номер 7. Океан привычный, уже привычное дело с форме. Якутск наоборот. Смотреть, Владислав, номер 59. что ребят сегодня Овчинников Артур, номер 15. Панчук Роман, номер 3. Саидов Азот, номер 8. Проченко Николай, номер 4. Борисенко, ты немножко домой свою голову включи, ты сколько играешь? Сазон ниже один, а другие вопросов Саша нету совсем. Просто зону перебивай, помогай центральный. Эван, еще проушили. Эван, нужно, а? Понимаешь, опустись, помоги. Корпус поставь. Ворота Океана слева на ваших экранах, ворота якутян справа. И вот сейчас как раз в их штрафной все у нас происходит. Ну там пока ничего того, что вызывало бы, скажем так, интерес. Вратарь гостей Максим Костылев вперед мяч отправляет. Подбор за Океаном. Еще раз куда вперед, центральный кров, борьба вверху. Пока такой сумбурный футбол у нас первые минуты. А потом после этого атака идет сразу. И 1-0. 1-0 счет становится. Акентьев, я так понимаю, опять у нас отличился. Ну вот, впервые Океан в этом сезоне выходит вперед в домашних матчах.
Это минута Забил Акитьев Кирилл, номер 10. Команда «Океан». Да, Кирилл Акентьев. Альчук, у тебя голова кружится или что? Кирилл Акентьев. Один Маракян повел, и посмотрим, дальше будут развиваться события. Предупреждает арбитр, что нужно поосторожнее действовать в борьбе с соперником. Подбор, останься, подбор! Смотри, здесь игрок! Подбор, стоит! Проходит передача и курс по центру, теперь уже левым флангом. Вперед. Бегал там Серов, но защитники отработали как следует. Пока у нас тут пауза. Возвращаемся мы на поле. Гости из аута. Разобрались, конечно, в итоге океановцы эту. Стоит поборолся. Возможно, что уже на план назад защитнику. В центральном круге борьба. Якут сохранил мяч. И на фланг перевод. Теперь успевает дальше. Защитники. Давай быстрее! Нарушение правил там в борьбе с Акентьевым как раз, Ты уже 3 раза который у нас отличился уже в сегодняшнем матче. Океан будет исполнять штрафной. Туда сильно в штрафную площадь. И возвращаться нужно. Борется там с Гольченко. Богдан, беги! Беги дальнюю, Вот Иван! правым флангом двигает свою атаку. Коробка! Ты сколько лет ходишь? Коробка! Ты как обычно, все! Передайте один центральный слив, да, Разыграли бы там партнера. Доброноженко. Серов! У тебя вот играется время, сильно поднимаешься. Ян идет вперед. Фаилев там не сумел зацепиться за мяч. Акентьев. Доброноженко. Серов! Собрались. Ты почему назад еле бежишь?
центральный, причем. Жень, ты не опускайся, подбор. Лежишь, когда ты нападаешь, штрафную, но нет, меняйся с ним. Ты так снова включи свою. На дугу иди, Жень. Сазонов отправляется к угловому флажку. Посмотрим, посмотрим. Север, подойди. Навес штрафную. Сазон, включай, открывайся на поле. Ворот. Макс! Тимур, держайся, Тимур! Дай, быстрее, двигай, Маш! Здорово! Максик, поуже чуть-чуть. Ну и тут голкипер с защитниками разобрались. И нет, не проходит эта передача. Доброноженко. Пока некому отдавать, тут уже подприкрыли всех. На фланг Саидов. Саидов из аута. И что там? Отворот показывают арбитры. Костылев. Так, довольно рисково, но разобрались. Разобрались в конечном итоге защитные порядки Якутска. И что тут? Подбор за океаном. Доброноженко. На фланг Саидов. Перед ним защитник. И не прошла передача. И тут опять борьба. Саидов подбирает. Не хватает точности и тем, и другим, и из-за этого много потерь, таких, скажем, невынужденных. Нет там особого прям прессинга, но дай чуть точнее передачу, и мне кажется, все получится. Ну, не будем строго судить, ребята на самом деле еще только учатся играть в футбол. И для них, конечно, этот турнир — это большое подспорье и возможность действительно попробовать свои силы, увидеть то, как играют другие, чему-то поучиться, ну и чему-то получить. Продолжается тренировочный процесс, по большому счету, и такие вот микроэкзамены в виде матчей юношеской футбольной лиги. Еще раз повторюсь, замечательный турнир, о котором 10 лет назад мальчишки могли только мечтать. Да не 10 даже, но 5 лет назад. Океан из-за боковой. Буида на партнера. Нет, не успел. Там Саидов или кто там? Да, Саидов. Отворот. Отворот. Гости. Машев борется здесь вместе с партнером. Вроде вырвали мяч, но не успеть уже к нему. 66-му номеру Богдану Ахметшину, и из аута Океан будет вводить мяч в игру.
мяч в руку, но там не стал арбитр реагировать. Действительно, рикошет был, неумышленно все было. А теперь первый угловой Океан будет подавать в сегодняшнем матче. Акентьев отправляется к угловому флажку. С левого фланга собственной атаки будет... Что будет? Навешивать, судя по всему. Не вижу там я никого рядом с ним, но высокие игроки есть в составе Океана. Навес. Вратарь на месте. Повторный удар. И на месте вновь Костылев. Однако ушел у нас мяч за пределы поля. Еще один угловой. Еще раз Акентьев будет подавать. Навес. Борьба вверху. Вороноженко там пытался пробить. Еще одна попытка, блокирует удар. Еще одна. И вновь мяч не попадает. А теперь угловой уже с правого фланга атаки Океана. Хороший момент сейчас был у находкинцев. Но разобрались игроки Якутска. И что там? Нарушает правила, судя по всему, игрок Океана там в борьбе. Акентьев вдвоем со своим партнером завалили просто Терентьева. Костылев. Вновь вперед. Вновь туда, в центральную зону. Ну, Океан здесь порасторопней. На газоне лежит Шейн. Атака Якутска продолжается. Защитники прерывают эту передачу. Акентьев в центре. Вороноженко сильно вперед на направлении Саидова, но того стерегут здесь. Сейчас пытается там Ахмедшин по флангу. Мы с ним разобрались, однако подбор остался за гостями. Перевод на противоположный фланг. Ближе, Макс! Ближе к своему, Максим! Едва не вырвал там сейчас мяч Гавшин, но доработали в обороне защитники. Падай сразу, Антон, падай еще! Некому отдавать пока, и вот так, через защитников. Саидов возвращает своему партнеру. Вновь Саидов. Втроем его тут уже накрывают, но тут выдумать ничего не нужно было. Нужно было либо быстрее от мяча избавиться в сторону партнера, либо уже чуть раньше прострелить вперед. Из аута гости. Имашев. Севен. Вот штрафную, там защитники. Работай, молодец! Падай сразу! Помоги, Лёнь, помоги ему, Лёнь! Недовольны тренеры и той, и другой команды. Но, собственно говоря, да, вы видите, что ребята много ошибаются. И понятно, что пытаются Славки как-то, наставники команд, вразумить, что-то еще подсказать. Насколько это эффективно, это уже другой вопрос. Гости. Да, желтую карточку у нас получает игрок Океана. Сейчас рассмотрим номер. 18 номер. Александр Борисенко.
Желтой карточкой наказан Борисенко Александр, номер 18, команда «Океан». Да, нарушал, чего там говорить. И арбитр вполне справедливо показывает желтую карточку. Гости из аута. Поактивней правый фланг в атаке у Якутска. Но пока справляются защитники «Океана» с теми ребусами, которые предлагают им разрешить и якутяне, но и из аута. С мячом, Акентьев на фланг. Бежать там нужно, прибавлять. Но не успеет уже доиграть. Мяч вышел за пределы поля. А там еще и... Что показывает арбитр? Будет там с Ямашевым. Боролись, Ямашев на газоне, а в конечном итоге зарабатывает угловой «Океан». Отправляется опять Акентьев туда, к правому угловому флажку. Ну, точнее будет сказать, на правый фланг своей атаки. Долго там у нас все готовится, но понятно, там повреждения были небольшие, и подождал арбитр, пока все игроки, так сказать, будут в строю. Разыграть решили в этот раз. Неплохо, Буида. Нужно вставать, показывает арбитр. И продолжать борьбу. А вот теперь что? 11-метровый. 11-метровый ниже Буида зарабатывает для своей команды. Простил первое нарушение, посчитав его, быть может, игровым эпизодом Богдан Константинов. А вот в продолжении борьбы уже уронили там ниже Буиду, и сам, собственно говоря, он и отправляется исполнять стандарт. Ну, посмотрим. Шестая минута, и у «Океана» есть все шансы сейчас сделать свое преимущество еще более комфортным. Буида, удар и мимо цели. Вот так. Ну что ж. Всякое бывает, успокаивает его Акентьев. Давай, еще, собственно говоря, играть 50 минут можно из игры забить. Тем более, что у ниже Буида неплохо это получалось в предыдущих турах. Один из лидеров в списке бомбардиров, Акентьев. Не дают ему там пройти. Но продолжается атака. Буида тащит мяч. Сохранил. Фроченко рядом, но Буида пока так и упускается в конечном итоге за лицевую. Отворот. Макс, ты Лене пас отдаешь и бежишь к нему. Для чего?
защитника туда привести. Костылев. Борьба вверху, выигрывает ее Океан. А вот здесь, ну, что-то вроде проходит. Нет, прерывает эту передачу, но вновь сохраняет мяч вне игры положение. Да не падайте, тут давай! Борисенко. Да, в направлении Акентьева и Буиды. А мяч у нас уже в центральном круге. И бороться здесь нужно. Фрольченко возвращается назад. Отрабатывает. Ну и все, сами видите, да, все под контролем сейчас было защитника и Борисенко там, Шамшурин, все контролировали. Подскажите ему, что он один! И проходит. Кашин! Повреждение там небольшое получает у нас Борисенко. Давай, давай, до конца с ним играй, играй, играй! Играй! Еще! Буида обыграл. Пытается еще пройти. Проходит. Ну вот по содержанию все здорово было в этой атаке, хотя, конечно, очень рисково там Буида играл, брал на себя ответственность, но если владеет человек, почему нет? Вот пробил, уже, видимо, все силы потратил на обводку соперников и не получилось, не получился удар как следует, ну и Костылев там правильную позицию в воротах занял, поэтому проблем никаких для него не возникло. 1-0 у нас по-прежнему, заканчивается 30 минут первого тайма, еще 10 минут ребятам играть, что-то, быть может, добавит арбитр, небольшие паузы были, Буида у нас тем временем опять пытается сам пройти сквозь вот этот заслон из 2-3 защитников, который перед ним вырастает периодически. Сохранил мяч. Такое себе решение. Много сил, конечно, тратится, когда ты обыгрываешь 2-3 игроков, постоянный перебор ногами. Здесь, конечно, быть может, нужно все-таки посмотреть, где партнеры, отдать, открыться, выйти на свободное пространство, потому что там просто один за другим защитники друг друга сменяют. Веди-ка, всю команду не обыграешь, хотя такое бывает, конечно, но не думаю, что сегодняшняя квалификация игроков, которые на поле, позволят так сделать. Костылев. Давай, Тём, иди. Поджимай, Лёша, помоги мне. Машев дальше туда. Пытается зацепиться. Нет, не получилось. И что будет? Сыграть нужно мяч так, нехотя. Мог, конечно, уйти за лицевую, но... Скачи, Максим, получи тоже передачу. Дальнюю, Маша, дальнюю иди. Машев. Хорошая передача, и это... Вот подсказали сейчас тренеры. Артем Имашев, вот они ему подсказывали сейчас, иди на дальнюю. Он пошел, получил передачу и, собственно говоря, вот и гол.
Гол забил Иван Артем, номер 44. Команда Якутия. 1-1, ну, справедливости ради, скажем так, что не забил ниже Буида. Мяч, который мог забить с пенальти, и, собственно говоря, вот чуть больше 5 минут прошло. Артем Ямашев, 44-й номер гостей, делает счет равным. Артем Ямашев, 32-я минута, 1-1. Океан пытается, Буида. Ну, момент же был сейчас ведь неплохой. Что там не хватает в завершающей стадии Океану. По моментам-то да, Океан, конечно, посильнее выглядит в этом моменте. Саидов, передача, и там гол. Вот так, Акетьев оформляет дубль. Кирилл Акентьев становится автором второго мяча. Это, кстати говоря, уже третий его мяч за последние 2 игры, так что он догоняет ниже Буиду в этой, скажем так, борьбе внутри команды. Ну, поздравляем. Хороший мяч. Кирилл Акентьев. Четвертая минута. Выводит свою команду вперед. Ну и хорошая атака получилась с фланга, хороший навес туда и на опережение сыграл Акентьев. Здорово замкнул мимо рук Максима Костылева. Ну, сложновато там было, конечно. Я про голкипера сейчас говорю, потому как с близкого расстояния удар наносился. А вот Океан. Роман Куклин пытается отстроить игру своей команды. Обновился состав в обеих возрастах, но в принципе это во всех командах. И новые игроки появились, где-то нужно нарабатывать новые игровые связи. Понятно, что все это делается на тренировках, но по большому счету все проверяется непосредственно вот в таких матчах, когда на тебя давит ответственность, на тебя давит результат, тебе нужно показывать все, на что ты способен, и при этом еще и учиться. Неплохо сейчас разобрался там Панчук, но дальше вот не очень расторопно сыграли. Ну и совсем немного осталось уже в первом тайме нам с вами наблюдать футбол. 4-5 минут, максимум 6. Буида с мячом, подбирают гостя. Шея. Ошибся тут в передаче. И вновь Океан мяч вырывает, но возвращает его себе игроки Якутска. И назад через Костылева. Костылев сильно опять туда в направлении центрального круга, там Белоноженко. Ой, Доброноженко, простите. Ходи! Да сам ходи! Пропускает Шея мяч. Ямашеву не дают пройти. Но мяч остается у гостей. А вот тут неточная передача и спокойненько разбирается. Шагородцев вперед, навес и прямо в руки Шамшурину.
проходит мяч от Акентьева. Шейн там голову подставлял, а Доброноженко так выпрыгивал. Такой эпизод островатый. Саидов. Акентьев. Нет, не получилось тут забрать мяч. И опять он уже направляется к штрафной Океана. Вида. Шейн его встречает, и мяч уходит за боковую линию. Океан будет из аута возобновлять игру. Доброноженко. И проходит передача. Прочитал здесь еще Имашев. И гости. Шейн. Имашев. Шейн. Акентьева роняют. Ну, в принципе, сами-то атаку загубили, потому что все стоя делали, по большому счету. И понятно, что там накрывали спокойно. Ладно, не будем умничать. Да не надо назад уходить! Зачем вы назад идете? Последняя минута у нас стартовала. Первая половина матча. Доброноженко. Вида. Вдвоем встречают. Ближе сразу! И Агуиды. Уходит мяч. Гости будут бросать. Сазонов назад. И еще дальше. Своего вратаря. Ох, тут Ахмедшин обманул Саидова, показал, что будет пропускать, но и тут поверил. Саидов. Страхуй, страхуй, Сазон, страхуй! Плохо пока, все точно. Вали! Овчинников. Ну и все, собственно говоря. Не стал ничего добавлять арбитр. Закончился у нас первый тайм. 2-1, Океан впереди. Перерыв. Давайте отдохнем. И насладимся немножко перерывчиком. Нужно, я думаю, командам сделать выводы.
Путешествие. Каждый из нас вкладывает в это слово свой смысл. Для одних это удовольствие, радость сменить обстановку и насладиться красотой вокруг. Для других это время побыть с любимыми людьми, и неважно, куда именно ехать. Для третьих — приключения и азарт. Отправиться навстречу рассвету или попробовать себя в чем-то новом. Но у всех путешествий есть нечто общее. Они начинаются с нашего решения. Решение отправиться в путь. Находка. Этот город на берегу моря манит путешественников со всей страны. И неважно, откуда мы едем, с другого края земли или из соседнего города, ведь счастье там, где мы сейчас. Ливадия, Вранги, Окунёвы, Триозёрье, бухта Восток. Мир, который мы видим, меняет нас. Но и мы меняем мир, когда отправляемся путешествовать. Ведь это наши впечатления делают его таким прекрасным. Ну что же, возвращаемся мы с вами, возвращаемся в эфир. 2-1, океан впереди. Отдохнули команды. Я думаю, что тренеры там подсказали, что нужно делать дальше. Ну, а мы с вами будем сейчас наблюдать второй тайм. 3 мяча в первом мы с вами увидели, могли увидеть и четвертый. Будь поточнее ниже Буида, но что есть, то есть. Тем не менее, болельщикам не скучно сегодня. 3 мяча — это уже неплохо.
Ну и составы сегодняшних команд на ваших экранах. Пока без замен обошлись тренеры в первом тайме. Ну что ж, стартовал у нас второй тайм. Состав команды из Якутска давайте быстренько еще посмотрим, пока у нас тут стартовые моменты матча. Ну и судейскую бригаду тоже напомним вам. Богдан Константинов, главный арбитр в поле, Илья Тройников и Илья Тарасевич ему помогают. Понятное дело, поменялись команды половинами поля. Теперь Океан у нас справа на экране, а Якутск слева. Якутия, точнее, если название команды. СШФ Якутия полностью официально. Ну давайте уже будем так, чтобы было просто. Может быть, Находка и Якутск вытеснили защитники. Вперед ногами Борисенко. Простите, нет, это третий номер. Роман Панчук получает сейчас желтую карточку. И весьма заслуженно. Опасно так это все было. Ну, активно очень начал Якутск, кстати говоря, второй тайм. Поагрессивнее стали действовать. Кентьев разобрался. Идет вперед Овчинников. Пытается обыграть, но вдвоем там загнали уже к угловому флажку. Нужно либо помочь кому-то, ну, либо пытаться действительно рисковать, обыгрывать, пока все получается. И угловой зарабатывать для своей команды. Ну, там, да, вариантов особо не было. Хотя пройди сейчас передача, и можно было сказать, что сделал все очень четко. Но, тем не менее, угловой с левого фланга атаки Океана. Навес. Что там? Что там? Не попадает. И не попадает в ворота сейчас. Александр Борисенко. Владислав Мещенюк, судя по всему, вроде все сделал, разобрался, там выцарапал этот мяч из ног соперников, однако чуть-чуть не точно. Ну, в неточности тут с точки зрения гола не имеет значения. Чуть-чуть ты промазал. Или на 3 метра от штанги. Сейчас гости правила нарушают. Штрафной Океан. Ну, это старшая команда 2008 года сейчас готовится к игре и поддерживает своих одноклубников, которые пока со счетом 2-1 выигрывают. Благодаря дублю Кирилла Акентьева. Выиграл вверх Доброноженко, Буида. Нет, не проходит. И назад нужно. Доброноженко. Здорово оттеснил корпусом. А вот передачу отдал так себе. Понятно, что там Буида был открытый совершенно.
И нужно возвращаться назад. Тем временем перевод у нас на фланг. Однако уходит мяч за пределы поля. Не дошел до Гавшина. Пока тут все вверху. Кентьев. Нет, не получается. Но тут Доброноженко, конечно, не прав. Тёма, туда ближе к центральному. Давай, дави его туда, иди. Подбор за океаном, разобрались. Вперед на Буиду, но тут вдвоем его уже встречают. И мяч в итоге остается у Якутска. А вот тут ошибочка. Но расторопно, здорово сыграл. Некому отдавать, там все прикрыты, и вот так приходится назад, и не совсем это еще и точно. И через Костылева приходится в итоге все опять по новой начинать. Двигается вперед Терентьев, передача. Доброноженко с Буидой тут плотненько взяли в оборот игрока Якутска, и аут. Океан. Давай, поднялись. Еще один аут. От Серова мяч уходит за пределы поля. Хорош, молодец, умница. Лёш, встал быстро и на место сразу. Лёш, Аут. по лицо. Аут Океан. Рисково. Тащит мяч 14-й. Это Вешегородцев. Но ничем заканчивается эпизод. Гости. Гавшин дальше туда, к угловому флажку. Поджимай, Максим, поджимай. Макс, блядь! Буида. Прикрыты все. Особо тут отдавать некому. И не получается быстро развернуться в контратаку Океану. И все, пока вот здесь, на своем левом фланге, поддавливает Якутск, не дает. Да, вот это может быть самое лучшее решение, перевести мяч на другой фланг, попробовать там поискать свободные бреши. И нет, и тут не получается ничего. Накрыли, отобрали. Вновь потеря. Не сумел сейчас как следует мяч обработать. Там, по-моему, 66-й номер это был Кузьмичин Богдан. Я могу ошибаться, но... Буида. Акентьев. Встречает его уже двое. Идет Акентьев вперед. И упускает мяч за боковую. Или нет?
10 минут сыграно во втором тайме. По-прежнему 2-1. Оба мяча, все три мяча у нас были забиты в первой половине матча. Ну и пока таких особо острых моментов мы с вами не видели. Ну, может быть, за исключением эпизода в штрафной площади Якутска, но там не попал мяч в створ. Ничего, Лёнь, давай туда перемещаемся. Борьба вверху. Подскажи! Уида в окружении двоих, троих нарушает на нем правила. Для навеса, в принципе, вполне. Вышегородцев оставляет мяч Кентьеву. Значит, будет все-таки навешивать. Посмотрим. Навес. И выносят защитнички, однако возвращают мяч опять в штрафную. И снова вынос. И снова нужно бороться. Бежать к мячу. Там контролируют все. Находкинцы. Аут. Довольно сильно, но не точно. На голову соперника. Еще один аут. Саидов. Подбор за океаном, разобрались. И уже в центральной зоне у нас мяч. Сильный перевод вперед в направлении Буиды. Из аута. Находка. Акентьев. Подскажи, чтобы он взял этого игрока ему, а сам туда в середину залезь. Опять дырка получается. Ты лезь. Давливай его. Попытался сейчас Овчинников взять на себя инициативу. Уида. Три игрока перед ним. Уида разворачивается. Саидов, не прошла передача. Прочитали там все защитнички. Точнее, это не Саидов был, это был как раз Овчинников. Навес. Угловой будет. Угловой с правого фланга атаки Океана. Акентьев там боролся сейчас штрафной. Заставил защитников ошибиться. Выбить мяч за лицевую. Навес. На месте Костылев. Овчинников. Еще один навес в штрафную. И еще один угловой мы будем с вами наблюдать. Овчинников вновь идет туда подавать угловой. Еще один угловой. Не сумел Костылев удержать мяч в руках.
Навес. Пытался там пробить сейчас акцентированно Фрольченко, но как-то мяч отлетел так в высоту. Хотя, в принципе, перепрыгнул всех. Ну, может быть, чуть позиции не хватило. Слишком близко к воротам находился. Костылев. Ну вот сейчас Океан так завладел инициативой уже плотно. Давненько мы не видели команду из Якутска на половине находкинцев. Буида. Еще один болит. Простите, пенальти, конечно. Вот это да. Второй. Пенальти зарабатывает. Ниже Буида. Кто будет исполнять? Не очень удачно получилось у него в первом эпизоде это сделать. Команде Якутия замена игрока. Вместо Гаркина Максима, номер 27, играет Пухов Павел, номер 88. Павел Пухов под 88 номером заменил Максима Гавшина, который играл под 27-м, а Акентьев отправляется исполнять стандарт. Ну, хет-трик, вот так. Почему нет? Ладно, не сглазим. Пу-пу-пу. Акентьев против Костылева. И точен Кирилл Акентьев. Забивает Кирилл Акентьев третий мяч, оформляя тем самым хит-трик. Ну что ж, 3-1 это уже серьезно. Это уже, безусловно, заявка на победу в сегодняшнем матче. Ну и поздравляем, конечно, Кирилла Акентьева с хит-триком. Подопечные Романа Куклина ведут в сегодняшнем матче. Роняют там. И желтую карточку у нас получает 77-й номер, капитан команды Леонид Шейн. Океан тем временем очередной угловой или аут? Аут. Все-таки аут. Доброноженко. И вне игры. Игры тоже быстро разыграли находкинцы. Еще 20 минут командам играть, даже чуть больше. 3-1. И ну, я уже говорил, что завладел преимуществом Океан, и в конечном итоге оно вылилось вот в этот третий мяч. Да, он забит с пенальти, но все это результат, собственно говоря, того давления, которое команда Романа Куклина оказывала в последние минуты на Якутск. Хотя начало второго тайма как раз
Якутия так, придавила так на пару-тройку минут Океан, собственно, к воротам и переломили находится ход матча. Точнее, вернули его в привычное для себя русло. Напомню еще раз, что 2-1 у нас первый тайм закончился. Вот сейчас, быть может, нет, не проходит здесь передача. Вовремя ее подстраховывает своих партнеров. Это у нас Владислав Мещенюк. Четко сыграл по позиции. У нас там на правом фланге борьба. И в конечном итоге отбирают мяч игроки Якутска. Шейн назад, так через защитника. Тут не проходит передача, но отскакивает мяч слишком далеко от Буиды. Вытащит? Нет. Еще и правило поднарушил. Поднимись выше, слева! Пухов. Поднимись выше, слева! Не достал этот мяч Сазонов. Шамшурин. Ну, кстати, давно мы не слышали эту фамилию. Что еще раз подтверждает тот факт, что игра сейчас в основном проходит на половине гостей. Вот тут неточная передача. Однако вырывает. Ну еще. Идет вперед. Фрольченко. Саидов. Нет, не дают уйти. Тащит Саидов. Ну, быть может, тут не простреливать надо было. Так, навесик мягенький. Ладно, не будем умничать, опять же, повторюсь. И отправляется туда у нас Овчинников к угловому флажку. Очередной угловой с правого фланга. Навес. Еще. Да, придется повторить. И побежал туда Кентьев. Еще один навес. Выносят защитники. Фрольченко. Ну, пока некому тут вперед отдавать, потому что вся команда практически Якутска находилась в своей штрафной площади. Саидов. И вне игры Буида. Сазонов. Хорошая передача. Еще одна. Но тут уже не очень точно. И Шамшурин забирает мяч в руки. Сместись, Макар! Сместись в середину сюда! Доброноженко. Набирай! Ты чего ждешь, как не надо? Шейн. Вот! Вот!
Зачем недодача у тебя за спиной зона? Ты просишь мяч недодачу. Через Костылева вновь атаку начинает Якутск. Доброноженко здорово. Можно отдать. Чуть раньше даже можно было отдавать Чинникову. Ну нет, конечно, там вратарь будет. Ветерочек у нас такой поднялся небольшой. Здесь, по крайней мере, наверху в комментаторской. Уида. Ну, нет. Вставать нужно. Все там было в пределах правил. В принципе, на глазах арбитров двух эпизод находился, и боковой, и главный арбитр все видели. Неплохо. Нет. Не поспеть к этому мячу. Неспешно Океан разыгрывает. Ну, собственно, в принципе, все понятно, потому что 3-1, комфортный счет. И можно себе позволить поиграть немного так в свое удовольствие. Не думаю, что это нравится Роману Куклину. И, ну, передохнуть можно. Почему нет? Если позволяет соперник. Борьба здесь у нас на бровке. Доброноженко ставит корпус. Костылев. Такое у меня ощущение, что Океан в движении чуть добавил активности, перестали запаздывать они на передаче, спокойно вот настигают практически в каждом эпизоде своих противников. А Якутск такое ощущение, как подсел после первого тайма. Не знаю, может быть, конечно, это обманчивое впечатление, но сейчас Океан явно выглядит мобильней. Понятно, что у команды лучше настроение, но даже в чисто физических параметрах сейчас Океан переигрывает Якутск. Управление Акентьева с Чинниковым, эта передача была, но как раз между ними и никто не подобрался к ней. Чинников. Вот Акентьеву надо спринтером быть, чтобы такой передаче успеть. Вверху тут практически тоже все выигрывает Океан. Туда сильный такой заброс в направлении штрафной площади хозяев. Ну, опять же, 1-2 человека. Тяжеловато им там. Саидов опускает мяч. Шейн. Сазонов. И тут же мяч у него отбирает Доброноженко. Двигает вперед на Акентьева, но там уже его стерегут.
Сильный наброс, такой высокий в штрафную. Защитники разобрались и уже правым флангом отправили вперед вышедшего на замену Пухова. Но там четко Корниенко сыграл. Ой, простите, Борисенко. Акентьев, штрафной. Перевод. Ах. Обработать сейчас Буида мяч. И пространство-то было, в принципе, вполне, чтобы потом нанести уже такой акцентированный удар по воротам. Ну, а мы тем временем наблюдаем атаку Якутска. Но мяч не ушел. И это было довольно-таки опасно, если бы кто-то из партнеров был рядышком. Овчинников, Доброноженко. Сильный перевод. Саидов. Того защитник сопровождает. Саидов тащит. Что дальше? Нет, а там обыграть не получилось Мечина. Однако мяч у находке. Уже без движения практически. Кентьев. Нет, не получилось сохранить. Последние 10 минут у нас стартовали. Команде «Океан» замены игрока. Вместо Саидова Азота номер 8 играет Саидян Гарик номер 17. Гарик Саидян под 17 номером меняет Азода Саидова, который играл под 8. Ну, большой объем работы сегодня Саидов проделал. Самое время отдохнуть, наверное. Ну, сейчас, я так думаю, что к концовке матча у нас дадут поиграть тренеры всем. В принципе, все в этой игре уже ясно. Не представляю, как Якутск может изменить ход сегодняшнего матча, поэтому тут уже нужно по большому счету доигрывать. Опасно! Угловой или от ворот? От ворот. Буйда там пытался ворваться в штрафную. Штрафной, гости. Нет, не получается обыграть. Мещенюк там разобрался. Доброноженко. Уходит мяч за пределы поля. Команде замена игрока. Вместо Виталия Сазонова номер 25 играет Лавров Ренат номер 35. Лавров Ренат под 35-м номером появился на газоне стадиона-водник и заменил он Виталия Сазонова, который играл под номером 25. Ну, да, что, 5 минут 6 осталось играть основного времени матча. Овчинников. Вновь Овчинников. Акентьев. Штрафной перевод. Это штрафной будет. Зацепили там ногу ниже Буиды.
Ну, хорошая точка для того, чтобы пробить. Стеночка из 4 игроков выстраивает Костылев, там подсказывает своим партнерам, куда нужно сместиться. Ниже Буида. У мяча. Все, видели? Выше ворот у нас улетает мячик. От ворот гости Максим Костылев, голкипер Якутии. Артур Овчинников отправился на скамейку. Неплохо второй тайм провел, на мой взгляд. Гарик Санжарбек Абдурахимов заменил у нас Артура Овчинникова. И еще, я так понимаю, Врур Тадевасян вышел на поле. Только вот кого он заменил, к сожалению, я просмотрел. Уж простите. Буида. Штрафной. Эх. Молодец, защитник. Прочитал, что туда пойдет эта передача, и прервал ее. А тут угловой. Угловой, вновь с правого фланга. Атаки Океана. Кто там сейчас будет подавать, посмотрим. Саидян отправился к угловому флажку. Разыграли. Буида. Ну нет, не пустят тут, конечно. Ну и нарушал там еще правила в борьбе. Буида. Перебить нужно. Кондратьев у мяча. Давай, прокидывай! Сейчас Доброноженко получит желтую. Так и есть. Замена игрока. Место будет принято. Номер 7. Играет Синаев. Доброноженко у нас получает желтую карточку, а Владислав Финаев выходит под 27 номером вместо ниже Буиды. 88. Команда «Океан». Жестковато так с Финаевым обошлись. Штрафной.
буквально в сантиметрах от штрафной площади все это происходило. Последняя минута у нас основного времени началась. Доброноженко у мяча. Ну, тоже такой. Пробить. И пробить-то можно попробовать, если владеешь. 1 минуту добавил главный арбитр сегодняшнего матча Богдан Константинов. Вот так решили разыграть. Доброноженко. Эх. В небеса куда-то у нас мяч улетает. Но через рикошет. Саидян вновь там на угловом флажке. Ну и сюда уже все подтянулись, включая Борисенко из обороны. Навес. Удар. Вышегородцев. Ну и звучит у нас финальный свисток. 3-1. Океан одерживает победу. Поздравляем находкинцев. И что, желаем успехов на выезде. Ну а команде из Якутии респект за сегодняшнюю игру. И, собственно говоря, подкосило, я думаю, их 2 пенальти вот этих. Будьте здоровы! С вами был Олег Кирюхин и наша съемочная бригада. Увидимся буквально через час на следующей игре более старших команд. Всего хорошего. До свидания.